Родной язык – это выражение самосознания и связи поколений. При потере родного языка исчезнет и нация. Во всем мире народностью борются за сохранение своего национального достояния. Так сложилось, что подрастающее поколение в столице нашей республики мало общается на тувинском. В Кажунах дела обстоят лучше. В семье ветерана МВД и корреспондента канала Тува-24 дети с малых лет тоже говорят на русском. С чем же это связано? У меня двое детей, старшая дочка, младший сын. В случае с дочкой у меня при поступлении в садик в городе Кызыле было требование, чтобы она свободно говорила на русском языке. В этом случае мы просто переучили ребенка. Она говорила на тувинском языке, а мы просто переучили. Она уже забыла свой родной язык и начала говорить на русском языке. Во втором случае, с моим сыном, там просто в бытность мою сотрудникам полиции просто некогда было обучать ребенка. И поэтому ребенок мой рос, смотря телевизор, и выучился разговаривать именно по детской передаче «Карусель». У нас дома есть книги, это есть сказки на родном языке. В Республике Татарстан создается свое анимационное кино по мотивам народных сказок на родном языке, а популярные российские мультфильмы переводятся и озвучиваются. В рамках образовательных программ мультфильмы на национальном языке с героями Кудереком, Даланой и Настей создаются и в Туве. Разработками учебно-методических комплексов занимается Институт развития национальной школы. Красочные книги на тувинском языке можно будет приобрести уже через 2 месяца в самом институте. Кроме того, в караоке-формат переведено 5 тувинских детских песен. В дальнейшем фонотека будет пополняться 10 песнями каждый месяц. В прошлом году в Туве ввели должность государственного инспектора по тувинскому языку. Сайзана Туву посетила все 34 городских детских сада, где по заявлению родителей детей обучают родному языку. Сейчас тувинский учат более 4000 или 54% детей, посещающих дошкольные учреждения города. Добавим, что проблемы нехватки учителей тувинского языка в республике нет. В 2021 году мы впервые в республике провели первый республиканский конкурс «Лучший кабинет тувинского языка». По итогам этого конкурса 88 детских садов республики приняли участие. 3 победителя, которые были определены, это детский садик города Агдавурака, 31-й садик города Кызыла, а также детский садик в селе Сарыксеп. Они получили оборудование на сумму 250 тысяч. Вот победитель город Сказка, да, современное оборудование для этого кабинета класса. Остальные 2 номинации, вот 2 детских садика получили тоже оборудование на сумму 130 тысяч рублей каждому детскому саду. Деятельность Института развития национальной школы многогранна. Это не только работа в детсадах, школах, техникумах, но и перевод различных нормативно-правовых актов и подготовка госслужащих к предстоящим тестам на знание тувинского языка. В заключение напомним, что 2022 год объявлен президентом Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. И родной язык является главной ценностью этого наследия. Айдана Ховлук, Буян Оюн, Кузел Сарыксерен, Тува-24.